Время 7 часов 7 минут. 18 октября, ребята. Только что встал. Дождь прекратился, но все еще сыро капает. Всю ночь шел дождь сегодня. Видно, она днем, может, еще будет. Вот это капитально я поспал сегодня. Вчера вот тоже после 7 лег и после 7 встал. 2 раза просыпался, 1 раз подкидывал дрова. Ну и мышь еще, блядь, заколебал снова. Одного я поймал. Один мышь попался большой. Но еще там, короче, мешает. Мышей много в этом году. Вот это да. Сырость-то какая. Конечно, для охоты это в принципе не мешает. Только иди и все. Сегодня у меня банный день будет. Банный день. 1 день выходной сделаю. Потому что, знаете, вот после охоты приду, ничего не успеваю. У меня дрова заканчиваются. Именно вот сырые дрова. Там у меня камлевые лежат. Тоже весной я собирал. Спилил, там показывал. Сейчас надо мне вот это все на чурке спилить. Этим займусь. Потом баню затоплю. Неделю уже я не мылся, надо помыться и белье поменять. Вот. Ну и по ходу дела, может, на рыбалку я еще схожу. И так посмотришь, день закончится. Ну, я хочу сделать выходной для ноги. Для ног, то есть. Чтоб собака отлежалась. Он там туда. Просто он из будки сегодня он не выйдет. Он будет лежать весь день. Он такой. И я тоже, вот, чтобы ноги отдохнули, как бы неделю по 15 километров уже нормально мы прошли. Вон он тут он лежит. Пускай отдыхает. Я его беспокоить не стану, он даже без поводка, без ничего. Просто тупо сам зашел, лежит. Я его вчера на цепь не сажал, хвостом виляет там. Вот. Вот такое утро, ребят. День недели, не знаю какой. Я уж потерялся. Может, вторник или понедельник. На вторник сегодня. Дозвониться я не могу домой. У меня телефон, блин, симку сломал. Из-за глупости свою симку сломал. Старую симку от СМС. Ой, МТС. У меня в Nokia там 2 симки. Один не рабочий был, а вторым пользовался. Которым все время звоню. Позавчера я взял и перепутал. Короче, нахрен мне эта 2 симка, думаю, чем я не пользуюсь. Взял и сломал эту симку. А оказывается, я сломал рабочую симку. Вот и все дела. Я сейчас без связи. Смартфон, ну, здесь ловит, но что-то тоже. Вот я выезжал. Деньги туда ставил. Ну, как бы поставили 250 рублей тариф у меня новогодний. С интернетом, который я оплатил. Отсюда начинаю звонить, нет денег. Но вчера вот, как сказать, я дозвонился с Теле2. Мы ходили по вырубкам, и там связь, короче, Теле2 ловила. Я позвонил жене, и да, попробуем, говорю, 50 рублей еще мне туда поставь, связь будет, нет там. Короче, один хрен, 50 рублей на счет пришли, а говоришь, что недостаточно средств. Я не понимаю, почему так. Хотя бывает иногда и смартфоном тоже 2 дня назад, когда безветренно было, здесь смартфон даже ловил.
связь была. Вот. Ну, вроде все рассказал. Утренний рассказ такой. Ой, сегодня, блин, погодка, конечно. Завтра тоже обещают такую. В пятницу вроде обещают уже минусовые. Ну, и, ребят, в этой неделе я уже обратно поеду домой. Еще буквально дня 3 еще здесь буду и думаю, обратно поедем, что? Поохотились, побродили. Еще 2 завтра и послезавтра будет еще охота, конечно. Ну да, 3 дня еще будет. 3 дня. Мне надо за фотолушкой надо еще сходить. Затопил печку. Печка чуть-чуть там угольки еще были. А вообще дверь была открыта, и я даже не подкидывал сегодня дрова. Ну, подкидывая дрова ради того, чтобы она вообще не потухла. Так-то я могу вечером затопить, и думаю, кирпичи уже нагреты там возле печи, там они всю ночь греют избу. Вот. Ладно, сейчас я буду просыпаться, во-первых. Потом, наверное, с утра баню затоплю, чтобы помыться сразу. С дровами по пути заняться. Ну и вечером, может, на рыбалку схожу. Ну, ветер, блин. Ребят, насчет бани, что я хочу сказать. Я сейчас был в Питере, Санкт-Петербурге. Ну, не сейчас, а летом. С Викторовной ездили. Многие этот фильм смотрели. Ну и при поездке я видел, когда в Петергоф мы на автобусе ехали, вывески там я видел. Баня на дровах. Но, я думаю, там хоть и дровами топят, но дым проходит через печку, через трубу и на улицу. Это все равно не сравнить с тем, что я вам показываю. Вот это настоящая баня на дровах. И кто хоть один раз в жизни попробует помоется, попариться в бане, в черной бане, баня по-черному, вот тогда уже начнет сравнивать, что такое на углях. Не на углях, на дровах. Вернее, на дровах, да. Баня на дровах. Так что вот настоящее. А там красивые вывески одно, а я думаю, одно и то же, что ты там в парилке моешься, просто жар идет, сырой жар. А в бане по-черному, которая на дровах, которая вот так топится в дыму весь, там уже жар сухой. Знаете, вот ты
отличается все. Когда ты просто парилка сидишь, там сырой воздух, а здесь воздух сухой, жар сухой. Ну, блин, нам надо просто попробовать. Такие бани сейчас только можно найти в тайге. Да и я не раз уже задумывался насчет такой же печки, как у меня на избушке. Чтобы затопил и топится, и ты моешься. Потому что хорошая полезная баня, сухой жар, но долго ждать. Процесс готовки долгий. Сперва так затапливаешь, потом подкидываешь дрова, потом, получается, ждешь, когда он топится, когда ты уже на углях все, двери закрываешь, отверстия все закрываешь, и он топится там. Где-то час держишь, жар такой потом будет. Но мне жар, в принципе, и не нужен. Мне бы помыться еще по-быстрому. А так, вот так все это выглядит. Кто первый раз на моем канале, кто понятия не имеет. Давайте я сейчас подойду и еще поближе покажу вам. Вот так. Во все щели идет дым. Вот. Как это выглядит. Фу, настоящая баня. Обязательно надо топить елкой. Елка, она не смолистая. И, как сказать, хороший жар дает, офигеть, хороший от елки. Дрова, елка это самые хорошие дрова. Лучше даже сосны и остальных древесин. От него мало дыма, хоть дым такой вот есть, он без смолы идет. А у сосны она смолистая. И когда часто топишь, и в баня она совсем черная становится. Ну, тоже скажу вам, удовольствие не из приятных. Вот. Каждый год тоже хочу переделать именно вот печку, но пока в этом году по старинке затопил. Приготовил холодную воду, мне ведро хватит. И там греется горячая вода еще на огне. Вот такой процесс. Ну, показывая, рассказывая, кто первый раз на моем канале, кто еще не знает, не видел, не слышал. Есть ведь такие зрители, которые действительно представления не имеют, что такое черная баня. Ну, баня по-черному, вернее. Это настоящее. Вот это уже да. Это настоящее. А вон там настоящая охотничья изба. Что-то вот, что на первой избе, что на второй. Вот этот угол тоже вот завис там на стойке. А этот ниже. Хотя пазы сейчас, ну, чуть-чуть уже с прошлого года, где-то на пару сантиметров все равно южная сторона ушла вниз. Чуть-чуть. Но я вижу, что чуть-чуть есть отклонение. Наклонение. Вот. Вот так сегодня возле избы и болтаю, хожу. Сейчас я буду пилить дрова. Ребят, Хуслана 340-я. Я не знаю, с чем сравнивать, блядь. Эта лошадка еще будет здорова. Я, как сказать, с прошлой зимы пользовался Темпион 241. Ну, которая бытовая пила по мелкой работе, он хороший. Вообще я, как сказать, отрицательные отзывы я не буду говорить. Мне он нравится, эта пила тоже
Потому что я им пользуюсь и никогда еще не подводила. Но вот когда я вот этого взял в руки этого зверя, есть разница, даже, я не знаю, 100 раз, наверное. Вот это мощь. Вот действительно мощь. Когда ты пилишь, он ничего не чувствует. Он режет и рет, прям мечет. Орет. Ну. Хотя цепи уже, они вообще старые, убитые. Действительно, 340-я настоящая пила. Уже сколько лет? 20 лет, наверное, пользуюсь этой пилой. Нет, меньше. Лет 15, наверное. Потому что я когда строил эту избу в 2002 году, у меня была бензопила Урал. Тяжелая бензопила. Но тоже мощная. Он тоже работяга, будь здоров. Вот. После этого я купил вот эту пилу. Вещь. Вот, я немножко заготовил. Ну, это для ночи, скажем, чтобы подкидывать ночью. Здесь я сложу, он хоть сырой, без разницы. Он будет гореть. Где-то вот тут, наверное, буду складывать. Ну и еще в тайге еще чуть-чуть. Начинал что-то там пилить. 2 или 3 камня спилил. Потом дай, думаю, камлевые здесь я перетащу и тут уже буду пилить. А там пусть запас тоже будет. Опять начинается дождь. Вот такая погода сегодня. Смотрите как. Только что заметил, ребят, на вторую мышеловку тоже мышь попалась. Вот смотрите, хвост торчит вот тут. Он, значит, здесь он поднялся, вот тут зашел и влип. Вторая мышь, блин. Тут у меня еда и все. Знаете, как противно. Я не знаю. Надо какой-то железный ящик, что ли, побольше сделать. Или какой-то, я не знаю. Но вот, блядь, когда видишь такую картину, фу. Везде лазят. Хорошо, что у меня тут некоторые продукты. Вот майонез, колбаса, сыр, яйцо, вот, соль там тоже. Вот так. Он удобный, но маленький. Чтобы вот влезало котелок и еще там побольше. Хотя бы, знаете, вот где-то метра говорил, сантиметров 70 высотой, глубиной сантиметров 40 и ширина полметра. Вот такой коробку, если найти, бесхозную какую-нибудь, или старый холодильник сюда привезти, он плотно тоже закрывается. Блин, фу. Не люблю такое. Ну, баня топится потихоньку. Я занимаюсь бытовыми делами. Тулан отдыхает.
Только один раз я подкидывал дрова. Хотел еще добавить, но уже вода закипела. В бане офигенный сухой жар. Сейчас где-то будет он протапливаться там примерно минут 40. И я уже пойду мыться. Все это очень быстро. Я думал, больше придется нагревать в этот баню. Все нормально, я уже скоро буду в бане мыться. Какой-то сбой, ребят, произошел снова на экшн камере. Как бы я разговариваю, но автоматом без звука, без ничего выключается. 2 или 3 раза, наверное. Я и не заметил сейчас. Дубль 2, что ли? Короче, я обедаю. Вчерашний суп доедаю с чесноком, с майонезом. А на завтра я, как видели, приготовил, как сказать, опалил рябчика. И этот рябчик я сварю с внутренностями глухаря и с остальными рябчиками. Как сказать, буду держать на плите. Он будет вариться, томиться. И завтра вечером, наверное, после охоты я приду, картошку туда добавлю, и будет вкусный наваристый суп. Сегодня я буду просто его держать на огне, пусть он на медленном огне варится, и мясо станет мягким. Именно вот желудок у глухаря он очень вкусный, и когда правильно приготовить, долго варить или держать в духовке, в печи, она становится очень мягкой, сочной и какой-то вот интересно вкусное мясо у него. Желудки у курицы я ни разу не пробовал, но вот у боровой птицы он очень вкусный. А сегодня я доедаю суп, пачковый суп. Тоже вкусно. Едой не надо капризничать. И даже охотники кушают такое в тайге. Это не значит, что если в тайге там будешь ты каждый день варить глухарей или же жарить рыбу. Тайга такая штука, что приходится и картошку жарить, и кашу есть, и суп пачковый. Надо всегда с собой еду брать. Понятно, если много дичи, тогда, как раньше мы охотились, самое главное, брали мы соль и картошку и хлеб. Остальное тайга давала. А сейчас очень тяжело что-либо добывать. Сколько мы уже ходим, бродим. И такое количество птиц. Это вообще слабая охота. И это не от охотника зависит. Это от того, что мало дичи в лесу. Не урожай в этом году.
урожай ягод был в этом году очень большой. Можно было и по 50, и по 100 тысяч, и еще больше заработать. Конечно же, больше, да. И, скажем, если подумать, я вот сейчас уже неделю в тайге добыл одного глухаря, несколько рябчиков. И если взвесить, какой, как сказать, какая выгода от этого. Что ты время тратишь, сколько сил вкладываешь это. Просто я получаю удовольствие от того, что я в тишине, в безлюдном месте один отдыхаю. А в остальном я в минусе, в полном минусе. Если подумать, если, скажем, эту неделю я не ленился и собирал вот ягоды дома, ягоды, прям за речи там можно и клюкву собрать, скажем, за день там по 2000. И на эти деньги купить и мясо, и еду, и на этом можно жить круглый год. Вот так. Такая разница может быть в выгоде там. И не знаешь, не угадаешь, где лучше. В этом году для охотников вообще сезон, скажу вам, бедный сезон. Ягод много, но дичи практически их нету. Есть, почему нету? Я не говорю, что совсем пустой лес, но вот вчерашний день, если взять там, целый день, вот с утра до вечера мы ходили и видели только, штук 7 косачей там. Все, боровые птицы. Ни одного глухаря, ничего. Еще пару рябчиков видел. А прилично прошли мы. Вот если вот подумать все это, то скажу вам, на охоте не выжить. Вот это сейчас просто, я говорю, повторяю, что я от этого просто получаю удовольствие еще. Просто отдых, каникулы. Сейчас я пообедаю и пойду в баню мыться. После бани, наверное, где-то часик подостыть. И уже, может, на рыбалку сажу. Или же еще буду домашними делами возле избы чем-то заниматься. Но сегодня далеко я не пойду. Чисто здесь буду. Вот такой день выходной у меня. А суп вкусный. Люблю я этот пачковый суп. Что я показываю, говорю, вот. Еще раз показываю. Это не реклама, просто вот попробуйте вот этот. Супы разные бывают. У нас по 30 рублей он пачка. Вот. Именно куриный я беру. Есть гороховый, или как правильно ударение куда ставить. Но гороховый суп. А я вот этот куриный, звездочка. Я просто от этого обалдеваю. Я брал 3 штуки, у меня 1 пачка осталась. Завтра целый котелок я сварю из боровой птицы. Суп у меня на 2 дня хватит. И там уже скоро все равно уже поедем домой. Надо было, конечно, привезти еще пару штук здесь оставить в запас. Ладно. Ну вот, ребят, я помылся. Чисто помылся. Я не парюсь. Освежился. Одежду поменял. А то, блин, если честно, грязь набирается. Вот. Каждый день не хочу. А вот раз в неделю или 2 раза в неделю это можно организовать баню. Ну так себе, скажем, чтобы в жару там у меня не утепленная. Во-первых, дверь не плотно закрывается. Там на навес, что-то с навесом что-то случилось, надо подправить. Или новый навес надо привезти. Ну, короче, переделать надо. Дверь, во-первых, такая щель получается открытой. Все время надо чем-то или крючок сделать, чтобы снутри закрывать.
Вот. Ну и второе, это на баню я мох постелил, а землю уже туда не поднимал, так как там глина вообще невозможно было яму даже выкопать. И когда вот глину, вот здесь у меня тоже на избе там глина, глину там стелишь, и она комками получается, и все равно жар особо не держит. Вот. Или чем-то, я не знаю, что делать. Мне все устраивает, в принципе, мне все устраивает. Я как хочу, так и вот живу. Дверь открыта, ну пускай. Это меня лично не волнует особо. Я моюсь, я там в жаре там час сидеть не стану. И ну вот вдруг какой-то подписчик попадет на мою избу, там затопит баню и увидит мои косяки. Я сразу хочу предупредить, это мои косяки. И я со временем, может, исправлю. А если кому не нравится, сами понимаете, воздержусь. Это бывает там, блин, находят у чужих минусы, а свои не замечают. Вот. Печка, ой, изба у меня тоже не ахти, если сравнить, там пол неровный, нары неровные. Вот минусы есть во всем. Но меня все это устраивает. Я живу себе и живу. Я 5-звездочные избы строить не стану и не собираюсь. В моих правилах это самое главное, чтобы крыша не протекала. Вот это самое главное. Вот крыша начнет течь, все. И все сгниет. Так что надо следить за своей крышей. Солнце появляется. Ну сейчас чай я попью. Ух, блядь, спотел. Чай попью. Я, наверное, не бритый уже, волосатый, усатый. Но у меня толкового зеркала тут нету, чтобы на себя посмотреть. Вчера на Panasonic поснимал, сам себя потом посмотрел в этом. На видео там могу я сразу посмотреть, что заснял. Как я стрелял вот в эту куницу там. Все это я видел. На себя тоже посмотрел. Там уже обросшие вещи. Но есть у меня разовый станок. Но, знаете, да, уже пару дней-то как-нибудь. Надеюсь, узнают, кому надо. Свежая заварка. Вкусная.